В эфире телеканала «Грозный» программа «Новости», в студии Луиза Хатуева, и коротко о главных событиях к этому часу. Обеспечение безопасности, уровень подготовки силовиков и предотвращение провокаций в преддверии выборов. Рамзан Кадыров встретился с сотрудниками правоохранительных органов региона. Масштабная реконструкция и крупный субботник. Нами произведена замена кровельного материала более 80 домовладений. Более 500 сотрудников Министерства труда вышли на санитарную акцию в селении Саисан. Бизнесмены из Казахстана и со всего Северного Кавказа в Грозном. Мы надеемся, что казахстанские производители найдут своего партнера здесь, на Северном Кавказе. В столице завершился первый день бизнес-форума. Рамзан Кадыров встретился с сотрудниками правоохранительных органов региона. Совещание прошло в правительстве. Главной темой стали предстоящие крупные мероприятия, обеспечение безопасности и предотвращение провокаций в преддверии выборов. Также подвели итоги работы районных отделов МВД за первое полугодие. Рамзан Керимов с подробностями. Открывая совещание, Рамзан Кадыров напоминает силовикам о предстоящих выборах. По словам главы республики, руководством региона была проделана колоссальная работа во всех направлениях за последние годы. Однако все чаще в преддверии знаменательных событий распускаются слухи и дезинформация. Многие люди верят всему, что слышат, и впадают в заблуждение. С подобной тенденцией нужно бороться, отмечает Кадыров. Государственную думу, парламент, муниципальное образование, главы республики, предвыборный кампания, из-за тысячами нахбутига участвовать, спокойно, была бьёчь муделах, выбор шелчинаха, всячески, элдич тысяч нахолх, уже эрбол, хинт, Новый год хальчи, милх хальчи, тадат хальчи. Там задание хабарс дис шоу. Хабарс дючик са имяч тона. Уга вода тона нахтак ойл шо дастан. Нех ойл наш тона. Watch out цахли тона. По словам Рамзана Кадырова, чеченский народ сделал свой судьбоносный выбор на референдуме в 2003 году, определив дальнейший вектор развития региона. Сегодня Чечня на пути развития и прогресса. Предстоящая международная исламская конференция в Грозном, на которую съедутся лучшие богословы со всего мира, лишнее подтверждение тому, что руководство республики следует курсу первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, отмечает глава региона. Шаш жуепью бойдан. И жуап шадал диш. Ватсмер чолтак из аберки одан. Хундан, ати вевара дейш дана. Цазак вандачина. Хилмаде, дакадана. Чирбош долдваш. Коровный мест. И нахан умётдан. И так ви юдакан думётдан. Чирбош, дочь нахцебает. Шуга сега уэлит бос. Дана. Ицтаг бяхке вег, бяхке воцерг. Хунд хилда жуепе удаш. Ойл хунд бош хилдаш. Хаит алам хорана шей дуэзал долда дизи. So динчумана шаш Жуаптал дизи дана. Закон своего рода правила жизни ويدايش وعيلا. أتغن تناها شديل دالير فات أتوقع عنا إديل ده خوشتاستان. إذن أورانتي سنتي وحبلن بخل بيشبو. سقوم دالير شو ألش. تأكدن وحبلن قوم هر ديال بخل بيشبو. شيء ساعة أورانتي سنتي نباتر لقوم دان. هر دعار اشتخوتهم كلا دا حارتهم ونا وصل العار إلا تسعة واحد اللي هم ده تصير أوي وانت ايوش دان وات بياتا ودوات شستو ودان وقع دان وات موخري وشو الكونفرنسي دنيا جوا مسومت دان وغريتوال
مليون مشين ده مليون ديسات مليون تأخذ النخبوش بقي ديل يقدر نخ أولى شيء وعمش بوش نخبوش دون كونفرنس يمين ندانا وأعمل عش بولن ديل ده بولن نيق تصلت ومقع خلف لاج بالبرت شالوش دول دين تنخ دانا ديل دوش دول بيركت دوش مقع دانا خدوش كونفرنسيو دان المجمع ردنا إسلام سي دان وين دان ديل دو وين أحيوك شلر تعاشي كويات قوموا دانا شيك خارجن بلج شيك خارجيج 2003 году دان عرب ولا ريفيسيام دماح قام يلا حوصل تخونا إيش حق زكونش سي حق برايلش سي هر باسبورتوش داخل ألا هر باخم هر داخل ويلرده أشال لرده لا لو يقوم وخبين خارجن بو ديك دو إسخينا ويبرستخل يخيل وجه اللبوش دوك داك دلا دانا ويهيت مستان دقا دوشه شادول أدم دان ويبرشكح قاج دان توش ميل دي دوشتول أدم داله نتولك أدم داله رسو ديحة أول شيء شور مسيحك أنت فيلج شيء تسل شيء رد بورس نحبلش شيء شور شيء بري وشا تعبي وشفلك أنت شيء دان وشيك أنت بلشارة حلا بيرشه تغن تخون هر برغتو مارش ومجشو شو جوالك شو دان كيهم شدوش تشبوشه وين يغوت وين أتقيت الريفرендum على مجردوشه Каждый, кто дискредитирует власть и распускает необоснованные слухи, должен ответить по закону. По словам Рамзана Кадырова, родственники должны заняться воспитанием подрастающего поколения. Также необходимо укреплять институт брака и работать с неблагополучными семьями, отмечает глава республики. يقود دينشان سندولت دينشان تعال راب ردودان تعال راب دل ديزي خاديز ويقع تهان ديل دين آور وران سنة ويقع بوخبو خلق شوز خلق وين يل بقويو قام وقت لربيه إزدانا ويقوم تهني قاني يوال زكوانتي وقع واحد بلان بوخ بو قوا أغور ويد دعونا بقوان نية يعدو تندي وي سترو ديك خير أدمنسترات بيل وغير برايفيت يسميلخ مونيسبال بيل وتن كيك أوتشولتك تو دين قوامن تعوش كيك دو إدان بقوان تيه دين تيه سنة تيه تندخل دي ساق دوان تير أحمل والشنات تير تقمنات تيه فناشش دول ديز شاب عندوش دنيا نشال يرشل همنا دول ديز شبيرش دانا نان واشين عدغت نير استانا نان سكوب شورها دول دا خبر بات رد عتق بورشة تعوى الحمى اق نان اسأل لكم تدور نان إوالا إسحاق وعاقبة وشن صاحبه وشان صنخ وين جنت كي بيرش دانا سطغنين سنوول نان كرسي حياة يقولون نان حياة له تعال يقول اللي يشره ويعدات عبير مدو هردون مثل دولداش بدوال شوخي عشدو حط اصير وقشتون الج يحتزخيش دون وتون دي دغير انستيتوت سيميوي دون إز لدي غيرش ودوق أحيوكش دوق ويدون وملخ الخايد ويديش مو عين ويسينما يخلص ملخو ويشو بروجكت وسبيتاتلنا بدقيش كيوق ويخايق دون هو تاع هورا نادون ادم قيتو وغير تاع دوزل دون قيتو قي ولا موخ خلديز وين دخ يولن سلوتش ميرش بريستوبلينيش دانا ساندوتش بش يجود ماريو يدي دون يحتاجوا بير باسبورت درهم شي دون يحاولوا دون بيرش دا ويسابرين تخبيرش دور دون مفتيات يول موسمات يول سبيرش في قاعد تقابل حبو قابل شيش
اس كوارتير شريتون اس زرب بطلت ديسن اس دو مص مالت ديسن اس كابا ديسن بس دالو شي ديك دون شو ده موضوع تديهم صبرنا طبيعي دو اربع عشان مو ايش دون هو الدنيا نعمل ريسورس اسبورت دون تاع حدا ايش تاع حدا عشان شاب بس حقي دون يبقى يقالوا بيرز عقبه تساعد دون إذن يوم نأخذ دين دو تون شو ده وده وده تون ساعة تشيست دستوين ستاس سويس متكبر تون دسون شابش مشغول سر أخذت بورش بدي 10% أو خلق سر إيش ستام شين سياسة دون شيء ده ديني وش دون ده وش عاش وش تكس دون وفيت سير هذا وجس كوس وجس دون وحلا صوت نبيرشن ويدون ومدينين ديش بوجه دقو بيرش دون شكولا يحكنا هن صور سكي يحكن يودون شي وش برزة ديش أبغى أنا وبيرش أحد دول بيرش إنسان بيرش أيوه كنا بارخوله. Также на совещании обсудили результаты плановой проверки боевой подготовки правоохранителей, которая была проведена по поручению Рамзана Кадырова. В итоге был составлен рейтинг всех районных отделов МВД. أدمي داخل برت إرسي خليت مصو أورق أهيك ديس أجري حلا ضوانا مصو أعوى إيمنا أمودي بوس إمصو أعوى شيوخ ضوانا شيء أعوى ضوانا إيش وأدمي برت والداخل مصو أعوى ضوانا لريا إرسي خليته نسدا قيته مصو رسول شجعيو مصو منا إنسات الشغل ديس ضوانا أك ضوانا و أتو خربو دار ودي دودان شده مصو سمح ليز مصو أور أمن دانا دائما ناوي كيش خلديش دو ألا دانا هيوكش أدوك ويدان فيورالح بريكلك أموده أسيال بريك إنشي أنا ها بكذاتر ساعة ريز خربوتشر دلع دانا بوغبج أحيج اترو ذاح ديل دحي خلق دحي قوم دحي شناع وس دحي بالا بوش تجري شي إزبينينش يلوي وجي показатель уклон. Самый лучший показатель на Жиртовский район. Адаганч проверка февраля. Не отлично дон. Цалит дон показатель это. Ахинт 90% не отлично. Февраля Шилинский район. То же самое, да? 83% дон. Второе место удастся. Замечание на Адниста Дизайр. Курчалойский район 6% ир на отлично. Хинца 65%. Халадон в первое место Хилдон. Заводской район. Хинц уже она четвертое место. Хала 23% отлично. Хинц 70% отлично. Гудермесский дон. Февраля. Я лучше 0 лир дон на отлично. А хинца 63%. Плюс вон дуканец. Милана начальник, да? Шебут вот мужей дон. 60 хорошо дон, 28 37 даст дон. Дик дон показатель, ну ага, да дон. Шаройский район дик показатель. Як это 17 на отлично, 35. Хала 11 дон. Неудовлетворение, есть 0 неудовлетворения, да, стало. Баркал да дон. Хит подтянуть не есть, да, стало. Первые тройки Ошвиг. Яхьич, шей ин замечание, хочешь Ахюкш полнабу, а остальные, да, после десятки без полна вообще, я их не признаю, По словам Рамзана Кадырова, на правоохранителях лежит большая ответственность по обеспечению общественной безопасности. Силовики в любой момент должны быть готовы к выполнению своего долга. В свою очередь, министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов заверил главу республики, что будут приняты все меры для улучшения качества работы стражей порядка.
И бутсу кетчпа бьешбек да. Хоно цунах мы же не надеемся на одного там хомейда да. Цун 200-300 так хилч. И 200-300 так да. Мауэн да цун давел хош кич хилит ал. Ле 1000 так, ле 2500 так. Бутсу кич лату. И бу тиешем. صعونتيش مي أعزمي كمان صعونتيش مي وان أصبح واحد صعونتيش مي هون دوات صعونتيش مي أصحونتيش مي بالله أصحى إزرك أنت بالله جرز دوش إدوا خادوش كوك دوا خادوش إتس إزرك أنت أحسو موخ لات وشو فيزيتسكي دو مصو أول دون وإيش لات وش بوي بيرو متعدان وات إسا أوكسون تيش مي إسا دعوتين وات سودا دي نعبوسا شا على غابل موسو حانشو علام شو موسو متعدان شان يكوتنش متعدان سام لوتشي بكازات اللي دان همتش كانت بيسن سو دي داج بريت داج حنا مش انت عصو نجور حلوان هن اخو حاسس تساوي حاطين جوتشو وانا حبو بياك ما بيلا رمز حبو تشارتون موسو متع حانشو واشي موسو متع حوش بولا ريشبو وايز هذا ريز هولدون ود إيدو تيش مي خلال Рамзан Ахматович, анистик Бог, любой сотрудник должен быть профессионально подготовлен во всех отношениях. Так, дал молха, это Бог, кичо усилит бирбон, без шуток, хома бюст не укрепляет приказ док, дава корукой, однозначно. Форма одежды, дисциплина, порядок, мусульман, лицо мое дан. Рамзан Керимов, Дени Хавхаров и Ислам Расуев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. Сразу после встречи с Рамзаном Кадыровым министр внутренних дел по республике Руслан Алханов провел совещание с руководителями подразделений ведомства. Они обсудили вопросы готовности к предстоящим мероприятиям, в числе которых Международный исламский форум, второй фестиваль народного творчества «Биноевская весна», открытие реконструированного райцентра Нажаюрт, а также День знаний и единый день голосования. В ходе встречи были обсуждены вопросы расстановки сил в ходе обеспечения охраны и общественного порядка. Руслан Алханов предупредил руководителей подразделения о персональной ответственности и отметил, что каждый из них должен быть предельно бдительным и лично контролировать подчиненных. При этом министр внутренних дел выразил уверенность, что сотрудники полиции справятся с поставленными задачами. Каждый сотрудник полиции должен быть подготовлен во всех отношениях. Критика, прозвучавшая на сегодня в совещании главы республики, правильно и своевременно необходимо усилить работу по огневой подготовке, по физической подготовке, по всем направлениям. А подготовка личного состава занимает непосредственно его руководитель, начальник, командир строевого подразделения. Если от нас какая-то помощь вам необходима, пожалуйста, мы готовы оказывать любую необходимую помощь. Глава региона встретился и с министром финансов Усманом Расухановым. На встрече обсудили вопросы повышения заработной платы муниципальным служащим. Рамзан Кадыров еще раз напомнил, что зарплата муниципальных работников Чечни самая низкая в Северокавказском федеральном округе. Расуханов, в свою очередь, доложил, как продвигается работа по выполнению поручения главы республики. Здесь же министр представил предложение по повышению заработной платы, предусматривающего 2 этапа реализации. Если правда смотреть в глаза, зарплата, что он не просто низкий, да он, а чересчур, да он, низкий зарплата, такой особенный, да он, муниципалитет, если, да он, по СКФО средний, да он, 24, да он, 500 метров, а вы 16 800, да он, 53, да он, начало, да он. 2017 года, да, вы масса зарплат, хабиза, да, и поручение, да, художественный, да, возможность использовать худое, как это. Рамзан Ахматович, от поручения, на 2 этапа разделить. На первый этап это по выявлению наших скрытых резервов по налоговым, нелоговым доходам в муниципальных образованиях. Начиная с Шалинского района, штабыщего районшка, так, его индивидуальные предпринимательские, юридические лица, которые работают, но в каких-то моментах не зарегистрированы, там, землю не перевели больше, что-то обещ, так,
и источник юйца для увеличения заработной платы использовать киачин кица агил поручений цани по оптимизации внутренних расходов консолидированного бюджета. Ищи источник билгалякна и увеличение зарплаты муниципальным служащим от стяхинс ин расчет чакка и главой Рамзан Ахмадшинс а пурбан спорт дигар дарса нагастана и богу ельч и зарплата два этапа увеличить до первый этап это начиная с 1 сентября текущего года и вторым этапом начиная с 1 января 2017 года. Так что оценить хокшара делчин определительный источник из оптимизации наших расходов и сверхплановые доходы бюджета. С сентября до с сентября воинс долчул бархбайтум халдерду и 16 853 ду и 24 872 халдерду. Средняя зарплата муниципального служащего. Мы в первую очередь муниципальных. Да, именно в первую очередь муниципальных служащих. Рамзан Кадыров одобрил представленные предложения и подчеркнул, что необходимо использовать все возможности для достижения этой цели, так как в последующем предстоит задача повысить зарплату и другим категориям работников бюджетной сферы. Также глава республики поручил усилить работу в этом направлении. 24 до 870 зарплат Когда зарплату, это есть датсповедать, он сказал, с 1 января 2017 года, хват задача, выхиться последний, самый низкий зарплату, мы должны использовать все возможности, ресурсы использовать не надо, у нас самый высокий зарплату есть, в последующем, не только муниципалитет, а с января, мы мало уже 8 тысяч рублей, док на осалду, 16 тысяч зарплат, 8 тысяч уже с 1 сентября, берем школьную форму, это его школьная форма, берем документ, это он что-то очень больше, док на осалду, так, из предложений, то сентябрь, октябрь, ноябрь, это бит батат, это уходу на остров. В Биное состоялось совещание оргкомитета по подготовке фестиваля народного творчества «Биноевская весна». Участники обсудили организационные вопросы предстоящих мероприятий. Напомню, что в рамках фестиваля состоятся народные гуляния, спортивные состязания, скачки и концерт. В этом году он посвящен 65-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики. Также к этой дате приурочена сдача ряда социально значимых объектов Ножеюртовского района. Ножеюртовский район по поручению Рамзана Ахмадовича духу беш белхшбу хидал варти ниякшта дарти так кузя Биноевская весна мероприятие ярсин вайн махара и мероприятие приурочению духалер пача Ахмад Хажин дал газот قبل دلتني تو أربع قنشنية دقيقة شوينا واسي إذا تغلج دين وجويت تغل ويمخك مصر متح أرينس لقح شيرش متشكا يدق وخلات عش لامنتي مصر يونشكا ويبتش عشا حلقة والله نه خشت شقوش دشه مصر أوره مسكتجي غيرستجي حجرتي هنداشي مسكتجي نية غيرستجي يوش بكودو نيا غاز فيت شكولا ديتسكي سادي بلنيتي يدق هنداشي داخل نستريح بيوزلنا أضمن يوشتك إشادر نستشه رمضان أحمد شعلا والله ده ملاوي مصر متعب باش بابو تأخر مربياتي كان إنز بديدين يتوقع يوش الكميتات عنا قيته تاش بيشبل بلغي وقع بيشبل كيشمي جمعش ده سان خيتير والمخار خذ على الملاحة واتسات تشسلا تخاش لهين توجي 99% يدق وبلغش بين بولبو أخبط قطبتي إن تعتقدشن بوتش دعوة وخش بيش أنا ويش بيش بولش بودا الملاحة ويبتش عتدي لندودي خروجيق داخش البوخ نيا مصوا ودخل يربو قيدا خيقا ويبتش حبينا دا الملاحة ويتوتيها مثلا يخا داق سودو حرر الكميتات ولا نعدو لو كان بينا شعب غلبي ورش ناخي خيقا بخوز داخل مصو خوز أخيلر وين مثلا تعدو خنداجي تان ويلمنش دين خلش تاخ وي وجه خان بوق وين ولمنش كاها
безопасность وين وجه خان بوق وين وحل تادلي وين هو مخكرة شيء مش بيوخ ومش ديل ماستوي نقشلي وعادتي ويغلقي ماستوي ذيق ومخكر عبوا الخضر يشابك ديل غيه تنبو إذا بيرو وشل دحرة ويدعقلانش بتشا دحرة بتشا عمل عجي زسلو جايو تأخ تون بيرتك ده دالتين هذا قبل ده تأختان ويوش دعقلانش ده وينقشين ديلا دعوش ويبتشا رمضان أحمدشين دقر برتل باخ ويشت أيمان نسي منا مصو ورتغنا ويمخكح من دواس تيجي تخوش تأنو بوصل الدنيا وين حالاتش مخومن تأنو يقبرتنا خزل تأنو ديكل غلق إبر أعمل عش أربعة بول نيخ عشت قوتش دريح نيخ داخر تا دريح خز دريح تأن دريح غيلشون مششون ودريح تونشون ودريح إبوق أعمل عش أربعة بول نيخ تغن دال مع دينو ديبشبو ديبر بوشبو هو مخكر أربعة تغن سيري أفريقي قاتش تعبيوش بدال مقلعة ويدق تان تيشلو هرنيز نقدرتي ونيات يح ملخوهم إلى تشق دقيقة دقوي الله أكبر دالتي حيبيرت كيل وين البرتع بول وين. Территория под будущие мероприятия уже очищена и благоустроена. Практически закончены работы по возведению площадок для проведения спортивных и творческих состязаний. Кроме этого, на стадии завершения строительства концертной сцены, которая в этом году будет располагаться под открытым небом на фоне живописных гор Биноя. Здесь состоится концерт звезд чеченской эстрады и очередной этап творческого конкурса «Синмехалш». Также строится площадка для проведения чеченского синхиром. Организаторы предусмотрели зоны отдыха для зрителей, где каждый желающий сможет отведать блюда национальной кухни. Сегодня мы подводим итоги готовности проведения фестиваля народного творчества «Бинойская весна». Как вы видите, практически все подготовительные работы сделаны в полном объеме, поэтому мы уже, я считаю, готовы к проведению праздника. У въезда Биной будет вывешена большая карта с обозначением маршрутов тех или иных мероприятий. Поэтому в этом плане посещения, обеспечения порядка, я думаю, проблем не будет. Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году обсудили на совещании руководителя администрации главы и правительства Республики Ислама Кадырова с представителями образовательной сферы региона и главами муниципалитетов. Здесь стало известно, что по данным проверки, которая была проведена во всех 15 районах и 2 городских округах, система образования в целом готова к учебному году. Состояние зданий и помещений находятся в удовлетворительном состоянии. Учебные кабинеты обеспечены мебелью. Напомню, что в Чеченской Республике функционирует 445 школ, в которых обучается более 200 тысяч детей, а в первый класс в этом году пойдут 26 тысяч. Кроме того, Ислам Кадыров отметил, что в строй вводится еще 19 общеобразовательных школ на 9600 ученических мест. В результате в новом учебном году количество школьников, обучающихся в 3-ю смену, сократится более чем на 6 тысяч человек. В рамках подготовки к международной исламской конференции, приуроченной к 65-летию со дня рождения первого президента, в здании Духовного управления мусульман прошло заседание оргкомитета под председательством муфтия Республики Салаха Межиева и советника главы региона Адама Шахидова. В нем также приняли участие представители различных министерств и ведомств. Собравшиеся обсудили вопросы, связанные с организацией масштабного мероприятия. بالعموم بيوتشبو ميل هودينا إذا ديشتك هودو خاتشم بوشو مثل ملايو شخدالو مثل ملايو درجي أوزا أوزوش دوستا دوستوش لا حق دقا دولوش اشتوال شاقيتا بلخش بينا دال موضعها بول ديك دعبي دشبو القية تمسا ويبات شعرم دا نعجوز تعبين اتو مسوء وراء بريشي ووشاق تاعنا شابك شيك عدول شتول شين تدين دول شتول هم مثلا ديك دغير تشو كيتشم ديك دابيوتشبو. Впервые в истории в рамках одного форума на дискуссионной платформе в столице республики соберутся известные во всем мире мусульманские деятели, величайшие ученые современности в области религии ислам. الشيخ الأزهر أولتنخ أخ أحمد الطيب بولش أخ تسير هينس وشوى المفتي تسير خل وشوى المفتي علي جمعة تسير باتشا حيخم شيخ وسام الأزهري أخ بايمان تسين أخ دنيا شرد بقري قلبي عيرم نهبو حبوخش بريش تسار حق بحكينا إجويك حقوز بيزن ببوخش بات
تسعتولا وينا هترين قامن سمق ومج وحتى بوخش بات اش ديل ده شش حبوش خل بوش بول إذا هربق شو النيس نق شو ليش كل شو عيرمنا شو ديكشنا وحبي الخل بوش نق إبق النيس نق اشتوينا ويسست خل يشال بقوة يقال خرستك خرست يقال بوسمنا تناخا وين ما كارسي باتشاخا أند حيخا مخل بولش اشتا دوق بركة دوشا كنت رأيت قوانت ايوش ويسخل وجه الله تعالى شيخ انهي تنسى شيخ قربانسى بركتية С верой в сердце против терроризма. С таким лозунгом прошла третья смена Международного межрелигиозного молодежного форума. Его посвятили 65-летию со дня рождения первого президента Чечни. В нем приняли участие молодые люди из разных субъектов России. Луиза Баснукаева с подробностями. Форум собрал более 100 представителей молодежи из различных регионов страны. В торжественной церемонии открытия приняли участие официальные лица Северо-Кавказского федерального округа, богословы и представители общественных организаций. В своем вступительном слове министр Жамбулат Умаров поприветствовал участников и гостей форума и отметил важность данного мероприятия, которое показывает сплоченность молодежи 3 конфессий России. Победить терроризм можно только светочем религии, светочем знания. И первым, кто разжег этот факел среди этого мрака, освещая путь чеченскому народу и народам России, закончив процесс федерализации нашей великой страны, стал Ахмад Хаджи Кадыров. И сегодня, когда мы все здесь вместе собрались для того, чтобы обсуждать его роль, мы в первую очередь должны вспомнить о том, как он относился к этим конфессиям, как он относился к людям Писания, как он напоминал нам о том, что великим праотцом этих религий был Авраам, наш единый пророк Ибрахим, алейхиссалам. Из поколения в поколение мы должны с вами передавать это знание. Мы должны всему миру возвещать о том, что именно в содружестве религий появляются великие цивилизации. Любая религия повествует о любви и уважении и не имеет никакого отношения с террором, говорил каждый выступающий. Главная тематика заседания – как не допустить перетекания радикализма с Ближнего Востока на Кавказ и Россию в целом. Павел Антонов приехал из Ставропольского края. Говорит, что на форум его привело желание услышать конструктивное решение проблем современности. Сюда привело желание послушать тех людей, которые могут не просто сказать о том каких-то проблемах, а показать, как их решить. И вот здесь у нас есть на этом форуме секция СМИ, медиапространстве, как идет распространение в плане терроризма. И я хочу послушать, как, допустим, избежать этого влияния, то есть через это СМИ, чтобы самому не попасть под это влияние, и как правильно создавать информацию. Форум не случайно проходит в честь 65-летия первого президента Чеченской Республики. Ведь Ахмад Хаджи Кадыров первым противостоял страшной волне терроризма и ценой своей жизни справился с национальной угрозой. Первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров, да смилостится над ним Всевышний Аллах, на своей работающей практике он показал уважение ко всему человечеству, к мусульманам, к православным, к иудеям, кто мирно проживает с нами, кто не воюет с нами, кто протягивает руку нам с любовью и уважением, мы всегда были готовы принимать этих людей как уважаемых гостей. На форуме присутствовали друзья и соратники Ахмада Хаджи Кадырова, которые вспоминали о его жизни и подвигах в тяжелые для чеченского народа времена. Когда он стал главой Временной администрации, то что он сделал? Он призвал религию на помощь государству. Если бы он не призвал религию, это было все сделано на основе религии. И когда религиозные лидеры сплотились районов, тейпов, фамилий вокруг него, и когда он призвал религиозных лидеров, и они организовали этот стержень, который развернул всю историю чеченского народа, и когда состоялась Чеченская Республика, он уже как государственный деятель стал помогать религии. Форум в таком формате проводится впервые и носит международный характер. Организаторы рассчитывают, что итоги форума коснутся не только граждан России, но и также удастся достучаться и до всего мира. Луиза Баснукаева, Расул Арцухаев. Новости.
Сайсан готовится предстать перед жителями в новом облике. В селении продолжается масштабная реконструкция дорог, территорий и фасадов домов. В работах активное участие принимают и работники Министерства труда. Они регулярно организовывают здесь субботники, которые включают в себя побелку деревьев, покраску бордюров и расчистку обочин. На этот раз на санитарную акцию вышло более 500 человек. Наш корреспондент продолжит. Облик селения Сайсан в буквальном смысле меняется на глазах, от забора к забору. Процесс реконструкции в самом разгаре. На помощь строителям пришли и социальные работники. Субботники Министерства труда организовывают здесь регулярно. Сегодня генеральный. Поддержать преобразование приехало более 500 человек. Занятия здесь есть для каждого. Представители Минтруда занимаются побелкой деревьев, покраской газопроводов и расчисткой обочин дорог. За 2 недели строителями проделан огромный фронт работ. Вот за эти 2 недели нами произведена замена кровельного материала более 80 домовладений, а также заборов этих домовладений вдоль главной улицы. Еще хотелось бы отметить, что нами приобретено 2 жилых помещения для замен ветхого жилья жителей данного населенного пункта, а также строятся, вот видите, 3 домовладения жителям данного села. Строительство нескольких домов практически завершилось. Идет внутренняя отделка. Новоселье не за горами. У самого Зиярта, великого эвлия шейха Таршуха-Джи, скоро появится благоустроенная автостоянка. В ходе реконструкции укрепляет и подножие склона, на котором находится святыня. Во время дождей потоки воды периодически его подмывают. В результате оползни. Теперь русло отвели в сторону, обезопасив таким образом склон. Местные жители благодарят за преобразование главу республики. مصو إلى حمدان وقت وشوق سيسنا وقش حاجي زيرت جونها ديش دك في أردو هتسا يبولخ رمزان بابي نير قشوا خان ديرت ويتسجع يبولخ تسبل وش يعال شو يلوش نية تلوش وقع جزيرة تبوها مثلا قيش وتو بقى خلتهم وجر حالهم دير رئيس خلي لا أردوكسون وجر حالها ويفاش رمزان أي خين قبل يلوش أيمانينا. Дорога по главной улице, пересекающей все село, уже готова к укладке асфальта. Строительный процесс вышел на финишную прямую. Всего через несколько дней здесь отметят очередную реконструкцию, которая обновит внешний облик и улучшит благоустроенность селения Сайсан. Аймани Исмаилова, новости. В Грозном завершился первый день бизнес-форума. В столицу съехались бизнесмены со всего Северного Кавказа и Казахстана. Здесь крупные компании республик презентовали предпринимателям свои товары. Встреча стала площадкой для налаживания контактов и деловых отношений. Амина Магомадова с подробностями. Более 15 наименований продукции ведущих производителей Казахстана было представлено сегодня на форуме. Среди них акционерное общество «Актюб Рентген», одно из старейших предприятий по производству рентгеновской техники. Сантехпром – завод известен продукцией санитарно-технического назначения. Это акриловые ванны, стальные панельные радиаторы и многое другое. А также компания «Кэмми», которая славится выпуском лапши быстрого приготовления. Продукт чем интересен? Он очень тонок. Он на сегодняшний день, наверное, самый, при всей своей хрупкости в упаковке, он очень удобен. Мы поставляем на сегодня 57 городов России с Казахстана. Было бы очень хорошо, если бы нашли в Грозном какого-то клиента. На сегодняшний день работаем как с сетями, как с розницей, так и с оптом. В принципе, открыты для переговоров, готовы на любое сотрудничество. Гости выставляют свой товар, а бизнесмены присматриваются к продукции. И если их все устраивают, ведут предварительные переговоры. Интересно, какие у них продукты в целом. И на сегодняшний день я вот увидел, что компания по производству лакокрасочной продукции, то есть я этим раньше занимался, то есть и на сегодняшний день я смотрю, это новейший завод. Мне бы хотелось бы, чтобы и у нас тоже были такие интересные и высокотехнологические продукты на юге России. Здесь же напомнили о необходимости развивать и укреплять торговые отношения Казахстана и Чеченской Республики. И в этой связи важно использовать этот форум как площадку для выгодной презентации сторон. Сегодняшнее мероприятие направлено на то, чтобы презентовать Казахстан с его промышленной и индустриальной стороны.
И мы надеемся, что казахстанские производители найдут своего партнера здесь, на Северном Кавказе, и начнут экспортировать свою продукцию на рынок Северного Кавказа. В составе казахстанской делегации 15 крупных заводов и фабрик, которые производят аккумуляторы, продукты питания, строительные материалы, лакокрасочную продукцию, рентген-оборудование и высокотехнологичную технику для Министерства обороны и МВД. Все эти предприятия зарекомендовали себя в Казахстане, экспортируют свою продукцию в страны Центральной Азии и России, и мы надеемся, что они будут востребованы здесь на рынке как Чеченской Республики, так и всего Северного Кавказа. Такие встречи будут способствовать расширению не только коммерческих связей, но и культурных, отметили участники форума. Есть много чего, с чем сравнивать, понимаете, и делать свои выводы. Это из чисто коммерческих проектов, это перерастает в такой духовно-нравственный, воспитательный проект. Поэтому мы придаем большое значение таким форумам и надеемся, что у него хорошее развитие. Буквально недалеко уже то время, когда состоится форум региональный, российско-казахстанский, куда поедут все наши, я надеюсь, все наши кавказские, северокавказские организации, у которых есть интерес. Первый – производственный, это естественно. Второе – человеческий, понятно. И самое третье, важное для меня, что люди уже вот элементы недоверия, сомнения, элементы переживаний, если хотите, оставили позади, настроились на хорошую совместную работу. В настоящее время Чечня привлекает крупных предпринимателей и производителей со всего мира. Регион открыт для инвестиций и динамично развивается. Растет и деловая активность республиканского бизнеса. Сегодняшний визит, безусловно, послужит последующему развитию сотрудничества между нашими странами, позволит усилить взаимодействие между регионами. Чеченская Республика обладает большими возможностями развития, в том числе выгодным географическим положением, уникальными природно-климатическими ресурсами, перспективным кадровым потенциалом. В республике разработана необходимая нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционную и предпринимательскую деятельность, предусматривающая пакет преференций инвесторам, готовым работать на территории региона. Законодательство Чеченской Республики направлено на всестороннее обеспечение прав инвесторов и субъектов инвестиционной деятельности. Сегодня Чеченская Республика – это динамично развивающийся регион Российской Федерации, открытый для инвестиций и благоприятный для ведения бизнеса. Собравшиеся уверены, эта встреча послужит началом большого пути. А это значит, бизнесмены из Казахстана настроены на долгие и прочные экономические отношения. Амина Магомадова, Мансур Саев, Ислам Расуев. Новости. Зажигательные выступления акробатов, каскадеров и музыкантов. В Севастополе у горы Гасфорта прошел байк-фестиваль. Сюда съехались байкеры со всего мира, в том числе и из чеченского отделения «Ночных волков». В этом году мероприятие собрало более 200 тысяч зрителей. Как прошло торжественное событие, расскажет Таиса Барщигова. У горы Гасфорта под Севастополем собрались тысячи мотоциклистов со всего мира, в том числе и 10 из чеченского отделения «Ночных волков». На своих железных конях многие байкеры провели в пути несколько дней и преодолели десятки километров, чтобы увидеть события года. В ходе патриотического мотопробега не забывали и главных патриотов страны. Рамзан, мы поддерживаем тебя! Смелый, несгибаемый человек, преданный России и своему президенту. Мы поддерживаем тебя. Удачи тебе на выборах, брат. Долгая дорога того стоила. Рев моторов, заглушающий все вокруг, огни и рок-музыка. Вот так началось главное событие отечественного мотоциклетного мира – Ковчег Спасения. Праздник патриотизма, скорости и драйва уже 8-й раз проходит у горы Гасфорта. В этом году мероприятие собрало более 200 тысяч зрителей. В их числе и федеральные министры, общественные деятели, депутаты Госдумы и губернаторы. В Россию надо, мать честна, лететь народу. А нам нелетную война дает погоду. Севастополь для байкеров место знаковое. В прошлом году рядом с городом-героем у романтиков дороги появилось собственное пристанище. Указом президента России мотоциклистам выделили участок земли. То, что когда-то было заброшенным военным объектом, теперь уникальный спортивно-патриотический центр. Стальная сцена высотой с 9-этажный дом, декорации из бетона и металл поражают своим масштабом.
В этом году организаторы добавили в байк-шоу новые нотки. На мероприятии прозвучали не только рок-композиции, но и музыка симфонических оркестров и военных ансамблей. А представление дополнилось чтением стихотворений и прозы, а также захватывающими батальными сценами. И прежде чем сомкнется над миром вечная тьма, среди кромешной схватки эпох, с огненной, пылающей силой воссияет в ней новая Пятая империя. И этой империи суждено будет на волнах истории вынести на поверхность последнее прибежище, ставшее ковчегом спасения для заблудшего человечества. Это было в буквальном смысле зажигательное выступление. Трюки на мотоциклах с использованием пиротехники, акробаты, военные Черноморского флота, каскадеры и музыканты. В шоу были задействованы тонны декораций, сотни актеров, десятки каскадеров и килограммы пиротехники. Этой ночью многие ждали целый год, и их надежды были полностью оправданы. Таиса Варщикова, Ислам Расуев. Новости. Строительные работы по возведению моста на 32-м километре дороги Грозный-Шато и Тумкали продолжаются активными темпами. Установка металлических конструкций уже практически завершена. Напомню, строительство моста, который возводится по федеральной целевой программе, было начато в феврале 2015 года. Его длина достигает 162 метров в длину и более 15 в ширину. Держаться он будет на 112 сваях, забитых на глубину до 23 метров. Новый мост облегчит жизнь жителям сразу 3 районов – Шатойского, Шаройского и Тумкалинского. Ввести объект в эксплуатацию строители планируют уже этой осенью. 80% мост уже дендяла. И Диснерга, вот это Диснерга, до акцию плит, это крупные плиты, монтажи еще, в принципе, и здесь мост, как уже, можно сказать, дел должен. Диснер году по обе стороны зимполотно, ее дорожная одежда, ее дал Малайза в ближайшее время. В столице продолжаются уроки известного во всем мусульманском мире шейха Исама ат-Туниси. В мечети «Сердце Чечни» он читает лекции по хадисоведению. Занятия проходят ежедневно на арабском языке. Чтобы пополнить багаж религиозных знаний, здесь собираются школьники, студенты и жители из разных районов. На очередной лекции ученого побывал и наш корреспондент. Послушать лекции известного шейха по хадисоведению в мечети «Сердце Чечни» каждое утро собираются религиозные деятели, студенты и преподаватели Исламского университета. Каждый из них может задать интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы. Ихуан Ахматов является выпускником Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Кишиева. Лекции шейха он старается не пропускать, поскольку это еще и хорошая возможность изучить истинные ценности религии и пополнить свой багаж знаний, не уезжая из республики. تقليه بيشولشو نتخن وين أتو بناقش يسنبل علم ناخا حعبال انتاجر بيديتيت. Приезд в республику Исама ат-Туниси, известного во всем мусульманском мире, огромное событие для жителей Чечни, отмечают в муфтияте. شيخ عصام تونسي دل رسول وشيخنا تو بأنبولو نقبون على شوي بخ بأنبول نقا حديث ويدني أوتس نق مصطلح حديث بوشتول علمه هو ماجد شحيقة حيوشة من لغوال وشولو ديشتاجينا علم وشولستاجينا وعينا أوتس درس يقبيت حقيقيشة يلوشة خنيو تخنوينينك. Уроки проходят на арабском языке по книге «Нусхат ан-Назар шарх Нухбатуль Фикр». Занятия начались 10 августа и будут проводиться в течение 2 месяцев, ежедневно с 10 до 12 часов, кроме пятницы. Любой желающий сможет посетить лекции известного шейха и извлечь для себя пользу. Рамзан Джамбеков, Хаваджи Мунаев, Алаш Аздамиров. Новости.
Чеченский госуниверситет стал центром притяжения программистов, разработчиков и веб-дизайнеров. В ВУЗе состоялся форум «Хакатон. Лето 2016». Его участникам необходимо было решить проблему программирования в режиме нон-стоп. Конкурс проходил в рамках реализации программы развития студенческих объединений. Тинатин Музашвили с итогами состязания. Висархан Жамалов – самый юный участник форума «Хакатон». В свои 14 лет он уже достиг значительных результатов в информатике. Языком программирования и робототехникой мальчик увлекается уже 2 года. Несмотря на все сложности марафона, Висархан отлично справился с поставленными задачами. Это первый хакатон, в котором я участвую. Я думал, здесь будут ребята моего возраста, но оказалось, что здесь будут люди постарше меня. Сложность заключалась в том, что я раньше не работал именно с этой средой программирования, но как бы за эти 3 дня получилось хотя бы немножко освоить среду программирования и написать программу. Чеченский государственный университет стал площадкой IT-марафона «Хакатон. Лето 2016». Перед участниками были поставлены реальные технические задачи, для осуществления которых отвели всего 24 часа без перерыва на сон. 10 команд в режиме нон-стоп прорабатывали проблемы программирования на платформе Arduino. Несмотря на сложный язык, большинство команд справились с задачами. Нужно быть специалистом в Arduino, получалось, чтобы участвовать в конкурсе, а таких специалистов очень мало, и поэтому вот ребята, да, это была дополнительная сложность, им нужно было познакомиться с синтаксисом этого языка, да, они могли знать какие-то азы, какие-то основы, но при этом нужно было очень много еще и изучать, да, и даже после образовательной части они, собственно, первые несколько часов тратили на то, чтобы разобраться в синтаксисе этого языка, да, чтобы понять, как работать, как общаться с этими аппаратными средствами. Победителем марафона стала команда, набравшая наибольшее количество баллов. Отличившиеся участники получили сертификаты и ценные призы. Я считаю, что такие хакатоны стоит проводить для того, чтобы, на своем примере, я не знал, что у нас в республике есть люди, которые интересуются, а тем более умеют работать на таких платах. То есть я познакомился с этими людьми, я узнал, что такое направление у нас есть. Все было в новинку, было интересно, очень хорошая дружеская атмосфера была. В принципе, какой-то даже обостренной конкуренции между командами не было. IT-марафон «Хакатон» проводится уже 3-й раз. Он набирает все большую популярность среди программистов республики. Именно поэтому решили сделать его регулярным. Следующий форум пройдет в декабре. Тинатин Музашвили, Рустам Ибрагимов, Дани Хавхаров. Новости. В Шали состоялся чемпионат по силовому экстриму. В нем приняли участие не только чеченские спортсмены, приехали атлеты из других регионов. Напомню, в этом году такие соревнования в России проходят впервые. Они не проводились в течение 7 лет. Атлетам предстояло осилить вес до 10 тонн, а представитель Чечни попытался побить мировой рекорд. С подробностями Саид Ахмадов. Покрышки грузовых авто, боевая техника весом 10 тонн и каменные шары. В Шалях сегодня развернулась настоящая спортивная площадка для силового экстрима. Проводить соревнования после смерти президента этого вида спорта Владимира Турчинского начали в стране только в этом году. С тех пор прошло более 7 лет. Этот турнир, который тоже проходил в республике впервые, приурочили к 65-летию первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Я бы хотел сказать, чтобы наша молодежь взяла альтернативу безделью, наркотикам и всем другим негативным вещам, которыми они занимаются, спорт, учебу, это будет вести к процветанию нашу молодежь. По условиям первого турнира участник должен преодолеть железными корзинами круговую дистанцию на 30 метров. Дополнительный вес 120 килограммов для легковесов и 100 для тяжеловесов. А вот уже 3-й этап даже для зрителей стал немного напряженным. Салах Хидерханов после зачета штанги весом 480 килограммов сделал заявку на вес 510. Это еще плюс 30 килограммов. И рекорд мира был бы побит. Вот этот момент. А вот за этого участника тоже болели не переставая. 10 тонн ушами. Не просто сдвинуть, а прокатить на расстояние 10 метров. Первая попытка была тщетной. Впрочем, со второй зрители ждали того же исхода. Но участник это сделал. Держите аплодисменты на
Этот каменный шар по правилам нужно отпустить в кольцо. Вес 150 килограммов. Участие принимают всего 2 стронгмена. Первому так и не удалось. Следующий спортсмен со второй попытки поднял подряд 3 раза. Уже на 4-й раз на бицепсах участника из-за сильного трения мышц появляются кровоточащие раны. Казалось бы, получилось, но не хватило совсем немного. Здесь также прошли и соревнования по армрестлингу, где приняли участие из других регионов. Первое место занял наш спортсмен. Среди призеров и гости из Элисты. В интернете увидел, и вот решил приехать, посмотреть, выступить тоже сам же, посмотреть, какие сильные рукоборцы Чечни, Чеченской Республики. Вот. На друзей посмотреть тоже. И, в общем-то, атмосфера довольно напряженная, красивое мероприятие, спортсмены довольно сильные. Победитель по армрестлингу будет готовиться к чемпионату мира. Кстати, он также показал отличный результат и не менее удивил. Одной рукой потянув машину весом 3 тонны. Перетягивание автомобиля одной рукой. Давай. 65 килограмм ерда, 110-115 килограмм. Я хотел сбросить свой соперник, сосой 81-82 килограмм. Абсолютно, я первое место выиграл, я уже все это они профессиональные, занимаются даже. НТБ, вице-чемпион мира, Болгария, чемпионат мира, конец сентября, октября, Сега участвовал, Завершилось все на приятной ноте национальным лоузером. Этот турнир обещали проводить ежегодно. Всем участникам вручили денежные призы и ценные подарки. Саид Ахмадов, Шамиль Саламов и Зелим Закаев. Новости. В аэропорту Грозного встретили победителей вечера профессионального бокса, проходившего в Москве, организованный азиатским отделением чеченского клуба «Ахмат». Встретить спортсменов приехали представители клуба, коллеги и родственники. Напомню, в поединках за звание чемпиона мира Булат Башиев в 4-раундовом бою одолел Шахзода Набижанова из Узбекистана. Такой же успех повторил и Моусар Юсупов, победив своего оппонента в лице Артаваза Маргарянона. Бой тяжелый, напорный, тяжелый. До конца раунда шкада соперник тиквар, выносливый вор, деревья дикбин был кешем, дербан, халгадалиша, пояс хадием. سنة أشكالية دعوة سوا أهتولنس يشركوا وسطنا إدي الوالد نمانيو ترينش مجمع غامباش شوكا غامرس يشوف مندي قوي وشوق إنس ترنوكشة وهي مسؤول أسرة تندي أشتاقي مش وش هذا وش В свою очередь, президент Федерации бокса Чечни Валид Дедилов отметил, что таких высоких результатов на спортивных аренах наши спортсмены добиваются благодаря вниманию со стороны руководства республики. Хочу в первую очередь сказать слова благодарности Рамзану Ахмадовичу, который создал в Чеченской Республике все залы для того, чтобы наши спортсмены могли уверенно уезжать с Грозного и достойно вернуться на свою республику. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами, и хороших вам новостей.